Бзера шимасхтил хвапштра, ихыркшоп амчибжирам топ имҩаԥысуаз ажәабжьқәа рыхҳәаа аҟаҵара. Аефир аҿы адырраҭара амчыбжь сара уи амҩаԥгаҩ Асмаҭ Гәниаԥҳа. Уахатәи ҳдырраҭараҿы амчыбжьаз иалкааз ахҭысқәа рыхҳәаа. Аҳәынҭқарра ахада имҩаԥигаз апресс-конференциаҿы иззааҭгылаз азҵаара хадақәа. Аԥхын аамҭазы аларҵәара змоу аҽқчымазарақәеи урҭ рыхәшәтәразы иахәҭоу аԥҟаррақәеи. Ирацәоуп ацәлымҳара зышәҭаша атемақәа даҽаџьара ииашәымган шәыҟаз аԥсуа телехәаԥшра аканал аҿы. Уажәы ишәидаагалоит амчыбжьазы имҩаԥысуаз ажәабжьқәа рыхҳәаа ааркьаҿны. Амчыбжь алагамҭаз Москва имҩаԥысит Аԥсни Урыстәылеи рсоциалтәи аекономикатәи азҵаарақәа рзы анагӡаратә усутә гәыԥ аилатәара. Аганқәа ахәаԥшит аинвестициатә, азинтә, ашәахтә, аҳазылхратә, агәабзиарахьчаратә, ацарадырратә усхқәа ирыдҳәалоу азҵаарақәа. Дара ахәшьара ҳаракы аарҭеит имҩаԥыргаз аусура. Насгьы агәыӷра аадырԥшит иарбоу аҽҳәарақәа ирҭагӡаны иазгәаҭо ахықәқәа нагӡахап ҳәа. Апрограмма шьақәырӷәӷәан ҩнызқьҩ ҩажәашықәса аԥҵарамзазы. Адокумент аҿы иарбоуп ҩнызқьҩ ҩажәеиԥшықәса инаркны ҩнызқьҩ ҩажәихԥанӡа иднарыгӡараны иҟоу аусқәа. Убарҭ иреиуоуп атәылауаҩра, ашәахтәи, аҳазылхреи, амҩақәҵара, аинвестициақәа рыхьчара иазку аус нагӡатәқәа. Апрограммаҿы иазԥхьагәаҭоуп жәлабжьаратәи аиқәшаҳаҭрақәа анапаҵаҩреи, атәыла азакәантәцаратә актқәа рыдкылареи. Нанҳәамзаԥшьба рзы Аԥсны Ахадеи Аҟәа ақалақь активи реиԥылара мҩаԥысит. Аҟәа ақалақь ахада Беслан Ешба шықәсыбжактәи русура иахишьаалеит. Аекономика, агәабзиарахьчара, аҵарадырра, акультура, асоциалтә зҵаарақәа ҳәа ицәырыргоз апроблемақәа дырзааҭгылеит. Амчыбжь ахыркәшамҭаз Аҟәа ақалақь ахада Беслан Ешба идикылеит Москва аиҳабыра делегациа. Аиԥылараҿы иалацәажәан ҳҭнықалақь амҩа транспорттә инфраструктура аҿиара, амҩатәныҟәара аиҿкаара, ашәарҭадара уҳәа ирыҵаркуа азҵаатәқәа. Москва аиҳабыра рҿынтә аделегациа Аԥсныҟа раара аҽазыҟаҵаратә ҟазшьа амоуп еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла. Еиҳараӡакгьы амҩа транспорттә ныҟәара ахәҭакахьала. Аделегациа алахәылацәа иазгәарҭеит ари аус аҿы ирымоу аԥышәа ду. Москватәи аделегациа иазнархиароуп аусмҩаԥгатәқәа рплан ҳҭнықалақь амҩа транспорттә инфраструктура аҿиара алзыршо. Ҳазтәу амчыбжьазы имҩаԥысуаз ахҭыс хадақәа ируакхеит атәыла ахада Аслан Бжьани ажурналистцәа алархәны имҩаԥигаз апресс-конференциа. Иара цон ҩ-сааҭк инарзынаԥшуа. Араҟа аҳәынҭқарра ахада иҭан азҵаарақәа жәпакы. Урҭ зегьы ҳаамҭазы атәыла ауааԥсыра ргәы иҵхоз роуп. Раԥхьа иргылан иҳәеит араионқәа рҟны имҩаԥигоз активқәа реиԥыларақәа рхықәки рлыҵшәақәеи ртәы. Фымз рыҩныҵҟала араионқәа рҿы иҟаҵаз аусқәа збар сҭахын, аихьӡарақәа ҳамазар ҳрылацәажәар сҭахын, иӡбам апроблемақәа рацәоуп, урҭгьы даҽазнык ҳрылацәажәарц, иаҳбарц, ҳаԥхьа апланқәак иҿаҳкаарц убарҭ апроблемақәа рыӡбаразы. Ас иоуп аизарақәа хәарҭоуп ҳәа сгәы иаанагоит, избан акәзар уи ганкахьала аиҳабыра, араион аиҳабыра адисциплинахьгьы иарӷәӷәоит. Нас урҭ аизарақәа рҿы ҳауаажәлар алахәуп, ирымоуп аҭагылазаашьа, аиҳабы иацәажәартә, азҵаара ирҭартә. Саргьы издыруазар сҭахуп иҟоу аҭыԥқәа рҿы. Ауаа санрацәажәо дара ргәаанагала ансоулак, иаҳа ибеиоу асахьа ахацәырнагоит. Ииашоу асахьа анубалак, иаҳа имариоуп аԥҟара бзиақәа, ииашақәа рыдкылара. Хымԥада аҵыхәтәантәи аамҭаз акыр ацәажәарақәа зхылҿиаауа Пицундатәи аҳәынҭқарра дача азҵаара иазааҭгылан апресс-конференциаҿы. Уи азакәан аратификациа иур аргыларақәа раан аԥсабара аԥырхага амҭақәа аусқәа зеиҿкаахома. Атәыла ахада уи азҵаара дазааҭгылеит. Я был на территории данной госдачи и был приятно удивлен состоянием того же лесопарка. Каждое дерево пронумеровано, на каждом дереве висит бирочка. Есть книга, в которой записываются, какие мероприятия необходимо проводились по отношению к каждому из этих деревьев. Как говорят наши специалисты, лесники, вот встреча была в Гагре. Состояние Пицунской реликтовой сосны на территории госдачи великолепно. Оно лучше, чем где-либо вообще. Они сохранили у себя, кстати, те небольшие кусты самшита, которые были. Вы знаете, что мы самшит почти весь в Пицунде потеряли. Это первое. Второе. Любые строительные работы, которые там планируются,
которые будут проводиться ремонтно, восстановительно, строительное, в соглашении прописано, что это должно осуществляться с разрешения абхазской стороны, с учетом нашего законодательства, в том числе экологического. В этом смысле соответствующими пунктами договора, соглашения, мы обезопасены. У нас будет возможность контролировать и сделать так, чтобы никто наши законы не нарушал. Это предусматривается в том числе и соглашением. Атола ахада иусурат аамҭа иалагӡан иҟаз аихьӡарақәеи аиҵахарақәеи ртәы дазааҭгылеит. Для меня это была полная неожиданность, и для руководства Абхазии проблема, с которой мы столкнулись. Проблема, связанная с ковидом. Проблема, которой мы занимались почти 2 года. И проблема, которая была на первом плане все это время. Вы помните, что до августа 2020 года граница была закрыта. Мы не имели возможности выезжать, приезжать. Наши контакты были ограничены. И после того, как граница открылась, тоже контакты были ограничены. Почему я об этом говорю? Я неоднократно информировал о том, что развитие Абхазии, планомерное развитие, динамичное развитие без поддержки Российской Федерации невозможно. Мы эту поддержку ощущаем, чувствуем, и мы хотели бы, чтобы этой поддержки было больше. Вот эти вот контакты нам нужны. Руководство Абхазии должно выезжать, к нам должны приезжать разные руководители, представители бизнес-сообщества. Обмен должен быть еще более интенсивный, чем он есть. В этих вопросах мы были серьезным образом скованы. Очень серьезным образом были скованы. Поэтому на сегодняшний день я хочу сказать, что те планы, которые мы перед собой ставили, они как минимум сдвинулись на 1,5 года. В частности, я имею в виду крупные проекты, о которых мы сейчас говорим, без которых нам будет очень сложно развиваться. Проекты, связанные не только с экономикой, проекты, связанные с другими направлениями нашей деятельности. Что удалось за это время сделать? За это время, я так сказал бы, мы впервые за, так скажем, послевоенный период в прошлом году выполнили плановые показатели по государственному бюджету. Некоторые товарищи это оспаривают, но я утверждаю, что в прошлом году у нас даже был профицит. Это не всегда хорошо, но сверх плана мы собрали для нас существенную сумму денег. Примерно такая же картина и сегодня. Сверхплановые показатели. У нас неплохие показатели по некоторым государственным предприятиям. Они стали значительно лучше, чем были. За это время мы смогли неплохо оснастить Министерство внутренних дел. За этот период мы смогли оказать помощь, адресную, материальную помощь более чем 5000 граждан Абхазии. Эта помощь на сегодняшний день исчисляется примерно 700 миллионов рублей. По противодействию некоторым видам преступлений у нас возникли существенные результаты. Речь идет о похищении, разбое и так далее. В отношении наших отдыхающих резко сократилось количество правонарушений. Конечно же, это не так много, как нужно было бы, но вот эти, скажем так, обозначившиеся тенденции могут нас привести и должны нас привести к еще большим результатам. В некоторых проектах мы продвинулись существенным образом. Я всегда говорил на эту тему и дальше буду говорить. Вопрос связан с режимом работы пункта пропуска. В договоре 2014 года было прописано, что в течение 2 лет режим работы пункта пропуска поменяется. Этого не произошло. Но сейчас активно начали этим заниматься. Думаю, что на это дело уйдет около 2 лет, но мы эту проблему должны будем решить. Вопрос связан с запуском нашего аэропорта. У Абхазии такого опыта не было.
Сухумский аэропорт строило советское правительство. В этом вопросе тоже мы существенно продвинулись, а именно мы уже подписали контракт на проектирование. Вот сегодня можно приехать туда, в аэропорт, и вы увидите работающих людей на полосе, которые занимаются изучением состояния полосы. В намеченные сроки мы аэропорт запустим. Как это мне представляется, к нашей стране, к нашей экономике стали проявлять больше интерес бизнесмены. Вы знаете о том, что в Очимчирском районе, в селе, один объект был запущен за 1 год. Я думаю, что в Очимчирском районе в этом году будет еще одна приятная новость. Имею основания полагать и говорить об этом вслух. Тот объект, который стоит в Очимчире, высотка, такая же, которая была в Гудауте, да? В Гудауте ее запустили, она уже, по-моему, функционирует. Этот объект в Гудауте стоял 37 лет, так, да, примерно. То же самое в Очимчире. Я предполагаю, что к сезону 2023 года Очимчирский объект заработает. Это тоже 150-200 рабочих мест и существенное пополнение бюджета. Ряд других объектов туристических, новых, современных у нас в Абхазии за этот период появилось. Отель, который запустили напротив Лиона. Через Баслу отель, надеюсь, тоже будет запущен. Это все было в рамках льготного кредитования. В Гудаутском районе несколько отелей было в этом году запущено. Это все частные инвестиции. Но частные инвестиции, как правило, здесь меры поддержки российского государства, льготное кредитование, а там в Гудауте частные инвестиции. Когда инвестор частный идет, это говорит о том, что он верит в эту страну, в возможности этой страны. Вот такие у нас появились, на мой взгляд, подвижки. Ну, не знаю, вы обратили внимание или нет, мы пытаемся, все районы нуждаются в поддержке государства, но наиболее депрессивные районы – это восточные районы Абхазии. Мы пытаемся там тоже работать с еще большей энергией. Вот в этом году удалось осветить трассу. Я не знаю, доводилось вам ездить вечером на этом участке или нет. На мой взгляд, очень даже неплохо получилось. Но это все еще не то, что хотелось бы. Надо, конечно, делать больше. В планах этого года асфальтирование дороги в Творчели до водопада. Восточная Абхазия с точки зрения развития туризма все больше и больше стала представлять интерес. Она в меньшей степени освоена. Но мы, как чувствуем, люди туда потянулись. С 2020 года по 2022 год основные категории бюджетников, основные категории, это не все, повышение заработной платы на 75%. Это факт, и это произошло. Повышение заработной платы коснулось более чем 13 тысяч наших бюджетников. На 75% произошло повышение заработной платы сотрудников Министерства внутренних дел. На 75% произошло повышение заработной платы сотрудников органов безопасности. Это все то, что сделано за последние 1,5-2 года. По Министерству внутренних дел на существенное повышение уровня материально-технической обеспеченности. Более 100 транспортных средств поступило, средства связи, обмундирования. Существенное обновление всего этого произошло в рамках Министерства внутренних дел. Ҳтәылаҿы иактуалтәу зҵаараны иаанхоит анефттә алыҵқәа рызҵаара. Еиҳараӡакгьы абылтәы, уи азы атәыла анапхгара иарбан усурақәа имҩаԥырго. Помните, на протяжении более чем 10 лет цена на топливо в Абхазии была дешевле, чем в России. Было же такое, правильно? Было такое. Сейчас произошло нечто, что поменяло картину. Конечно, мы будем предпринимать все, что мы можем, чтобы цена была ниже. Но это проблема, которая выходит за рамки наших возможностей и полномочий. Эта нестабильность вызвана известными событиями. Сложно будет что-то прогнозировать. Что касается наших импортеров, вы их хорошо знаете. Ну, там же, надеюсь, вы верите в то, что исключен сговор. Там и конкуренция есть, и люди с разными политическими взглядами занимаются у нас.
ввозом топлива, но почему-то цена у всех одинаковая, примерно, там 50 копеек разница. Это объективная история, сегодня так сложилась. Об этих проблемах постоянно напоминаем. Нет такой недели, чтобы кто-то из наших руководителей не был в Москве. Поэтому говорить о чем-то более конкретном, о том, что цена понизится в такой-то день, и топливо будет стоить столько-то рублей, это было бы с моей стороны безответственно. Максимальные усилия по понижению будут предприниматься. Все зависит от того, насколько нам смогут помочь наши российские союзники и партнеры. Нанхем запшбарзы урыстыла экономика тшера министр рақны юнески вежюх башуксыз бе социал-экономика тшера анагдзарызы айк шахатраква анапы рыцевин. А документар напы ацарвит урыстыла экономика тшера министр Максим Решетников. Апснапы за министра экономика министр Кристина Узган, а ахыц уапстыла экономика тшера министр Дзамбалат Таддаев. Российская Федерация помогала и продолжает помогать республикам, Республике Абхазии, Республике Южной Осетии, и помогает в решении, в первую очередь, конечно, социальных вопросов, в выплате социальных пособий, в решении помощь выплат бюджетникам, чтобы все социальные услуги оказывались на территории республик. Но то, что вот сейчас произошло, мы подписали действительно новые соглашения. В основе их уже лежит не просто решение отдельных задач, а лежит такой комплексный системный подход, основанный на государственных программах развития республик. И очень важно, что добавлен комплекс мероприятий, направленных именно на экономическое развитие и на поддержание бизнеса в республиках, в том числе предусмотренные выделение дополнительных средств и создание новых инструментов. Ну и, конечно, в качестве приоритетов обозначено это и сельское хозяйство, переработка, туризм. Поэтому мы рассчитываем, что вот на базе этих соглашений мы дальше будем укреплять экономическую основу республик, будут повышаться собственные доходы бюджетов с тем, чтобы республики могли самостоятельно, устойчиво развиваться и увеличивать заработную плату, развивать бизнес, поощрять инвестиции, в общем, формировать хороший самостоятельный экономический фундамент своего развития. Сегодня состоялось очень важное событие, имеющее очень серьезное значение для Республики Абхазия, потому что на период 2022-2025 годы определены мероприятия и определено финансирование этих мероприятий, целью которых, как сказал Максим Геннадьевич, достижение самодостаточности экономики республики и повышение благосостояния наших граждан. У меня сегодня очень такое, знаете, тревожное состояние, небольшое, и оно связано с тем, что первое соглашение аналогичного характера я подписывала в 2009 году, сразу после признания Российской Федерации независимости Республики Абхазии. Тогда подписание проходило в присутствии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня вот у нас аналогичное событие. И самое главное, что я хотела бы отметить, это ту поддержку, которая была оказана Министерством экономического развития в разработке государственной программы и, соответственно, в реализации тех мероприятий, которые способствовали тому, что сегодняшнее событие состоялось. Благодарим вас, Максим Геннадьевич. Амчи бжахыр кушамтазапсна гвабзерах вчера министр Эдуард Бутпей хантайрал им лепган а коронавирус шкакынпи ауапсыра рыхчераз оператив штаб айлапера. А хаким цуяз гуарты тахтуачка вид зэв захвар хабхядзара и шацлаз. И харад закирых омикрон аштамау пачимазара псычны имясвейт. Ятахны яныкала гудаутат пи район тхуштыр та корпус хадакны яртхойт акуша изухто а бригада ква и куршаны. Макяна ахуштыр такны ику амчква и зибар. يحيط أجوبزيرخ شرا مينيستر وباسجي أيلا ترى يحيط نانحم ز عابين ركن بتصير تيست كور جرزة أما بيل بريغادا أو سورش خاصر خو أخشكوي أخخ شرز أما تخكوي راغزر أجوبزيرخ شرا مينيستر يرمو أجوبزيرخ شرا تيما ياتستو يزغواتا توب أبخن عام تزيجرتا فيروس شكتشيما زراكوا زخوار خبخيزارا إشاتسلو يزخروزي أسيبش أشكتشيما زراكوا ناسكي أورت رتشاتشخ شرا زيقاتاتو أحتنكلا كايونتسقا أتاقلا زاشا زيبشروحا يترتعوان كورреспондентша.
Аԥхынтәи ашықәс аамҭа ишазҷыдоу еиԥш сынтәагьы акьатеитә инфекциақәа цәырҵит, ҳаларҵәара роуит. Урҭ асимптомқәа змоу Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭахь амедицинатә цхырааразы иааиуа рацәаҩуп. Мышкы иалагӡаны аҳақьымцәа шәҩык инареиҳаны апациентцәа рыдыркылоит. Раӷьырак аҩны рҽырхәышәтәуеит, аха еиҳа излаҽны иҟоу ахәышәтәырҭаҿы иаанкылоит. Аҭыхрақәа нымҩаԥаагоз ари амедицинатә усҳәарҭаҿы жәафҩык ахәыҷқәеи ҩыџьа дуцәеи шьҭан. Больных много. В основном, конечно, это дети. Дети, бывают даже и двухмесячные, трехмесячные. Также очень много взрослых. У каждого, конечно, по-разному инфекция протекает, но в основном, если пациент, заболевший человек, выполняет все требования, которые назначает доктор, болезнь проходит спокойно. Но большинство не выполняют рекомендации, соответственно, доводят до такого состояния, когда приходят уже обезвоженные, приходится класть в стационар. В основном это очень маленькие дети, которые не могут описать, что и где болит. Мы принимаем до 105-106 человек в день. Например, сегодня дежурство по дежурству на 5 минутки нам сказали, что это 97 человек за сутки обратилось. Из них только 1 взрослый госпитализирован и 4 маленьких ребенка. Регистрационная терапия, то есть побольше растворов внутривенно вводим. Акьатеитә инфекциақәа зыхьуа реиҳараҩык хышықәса рҟынӡа зхыҵуа ахәыҷқәа роуп, дара еиҳа иуадаҩны ирхыргоит аиҳабацәа раасҭа. Нынешняя вспышка – это ротавирусная инфекция и норовирусная инфекция. Наша санитарно-бактериологическая лаборатория расшифровала вспышку, они могут сделать анализ и получили вот такие данные. В основном вспышка обусловлена, конечно, детской заболеваемостью. Дети до 3 лет – это категория, которая болеет постоянно. Они болеют и зимой, и летом, то есть это та категория, которая все тянет в рот, да, и уследить за ребенком невозможно. Тут не виновата мама, не виноват никто. Ребенок так исследует мир, так познает мир. И вот у нас идут дети 1,7, 2,6, 3 годика, 2,8, 3,6. Иазгәаҭатәуп амедицинатә цхырааразы ахәышәтәырҭахь инеиуа рыбжьара ишыҟоу ирацәаҩны ҳтәылахь ԥсшьара ҳәа иаауа атуристцәа. Никто не исключает то, что и морская вода, конечно же, есть этот фактор, но сюда идут еще и перегревы. Если вы заметили, как вас мама учила, на море до скольки? До 10, до 11 утра, да, и потом вечером. Отдыхающие хотят в полном объеме получить солнце, море и прочее, поэтому они вместе с детьми находятся на берегу в час, в 2, в 3 часа дня, тогда, когда инсоляция самая большая. И, соответственно, даже если находиться под зонтиком, будет не солнечный удар, да, а тепловой. И он характеризуется теми же самыми симптомами, как и кишечная инфекция. Акьатеитә инфекциеи ҳамраҿы мыцхәы аҽырԥхареи ирхылҿиаауа асимптомқәа еиԥшуп: ҳамц ашоура, агәыхынҳәра, ҳамгәахьаа, ҳамч акаԥсара. Акьатеитә инфекциа хкқәа рацәоуп, убри аҟнытә ауаҩы хкык аҟынтәи иҽихәышәтәыр даҽа хкык ихьыр ауеит. Кишечная инфекция передается фекально-оральным путем, то есть когда грязные руки попадают в рот. Передается ротавирусная и норовирусная инфекция контактно-бытовым путем. Есть у нее и такой путь передачи. Даже если в семье находится больной с кишечной инфекцией, если соблюдать правила личной гигиены, никто из семьи больше не заразится. Здесь нужно, чтобы загрязненная пища, вода, предметы попали в рот. Ахәыҷы иқәра зеиԥшроу еиԥш аинфекциа ахәышәтәра ҳазнеишьақәагьы еиԥшӡам. Не надо заставлять кушать, надо, чтобы ребенок пил любую жидкость. Воду, чай, да хоть кока-колу с пепси-колой. Это единственный случай, когда от данных напитков может быть польза. Они вызывают сухость во рту, поэтому ребенок хочет пить все больше, больше, больше. То есть именно в этом случае это полезно. Иара убасгьы аҳақьымцәа абжьгарақәа ҟарҵоит ауааԥсыра амшын ахь ирласны ибжьысуа афатә рымгаларц, ашәырӡ жаны ирфаларц, рхаҭагьы рнапқәа цқьазарц. Рекомендация первая для всех. Несмотря на то, что у нас вода вкусная, несмотря на то, что у нас водопроводная вода хлорируется, все равно некипяченую воду из-под крана пить не надо. Хочется некипяченой воды, пожалуйста, у нас прекрасная бутилированная вода. Мы постоянно проводим исследования, анализ этой воды, и на качество этой воды мы пожаловаться не можем.
Это первое. Второе. Все-таки деток, особенно маленьких, нужно водить на море тогда, когда нет такой вот сильной жары. Это утренние часы, с 6 утра до 10, максимум до 11 утра, и с 6 вечера, соответственно, где-то до 9, до 10 вечера. Это те часы, когда вода прогрета, а солнце еще не такое яростное, и это снижает значительно возможность перегрева. А касается отдыхающих, потому что я лично своими глазами видела, когда на рынке покупают фрукты, покупают ежевику и, не помыв, дают ребенку. Этого делать нельзя ни в коем случае. Акятейп инфекция позыхвар хыпхядзара рацоп аряззара ипхара дыхла пшрахтуйтха, азгуалтейт Алла Беляева. Ситуация контролируема. Как видите, вот передо мной находятся, мне каждый день инфекционная больница передает данные за прошлые сутки. Пофамильно, с возрастом и с адресом. Мы смотрим, вот таблица, видите на экране, мы разносим по адресам. То есть, если у меня, допустим, с одного какого-то дома будет нарастать количество заболевших, причем разных возрастов, то тогда мы обратим внимание, возможно, там канализация, подсос, еще что-то как-то. То есть все это контролируется. Опять-таки, если из какого-то места размещения у нас будет нарастать количество заболевших, мы тоже будем реагировать на эти вещи. Даже когда у нас вот сегодня двое мы с одного места размещения получили, 2 взрослых человека, в этом месте размещения сегодня же будут отобраны смывы по столовой. Акятейп инфекция квейсышук сапханра рымчхак дырт бауэт юнизки уяжап яшук зацрыкан уяу апсыра рыбжара салар цварамамызда коронавирус ччкы хахил азазы. Амра Зерандиапха, Михаил Братухин, Хабсуа телехуапшра. Иахьазы ишҳардырырц иаҳҭахыз абри ауп. Ажәабжь бзиақәа еибаҳҳәалааит есымша. Иааиуа амчыбжь азы имҩаԥысуа ахҭысқәа шәлырдыруеит сколлега Сима Аргәынԥҳа. Сара абзиара сҳәашьа сҳәеит.